Знаете, вообще, конечно, работать с архивом Гаврила Васильевича Ксенофонтова – это большая ответственность. Гаврил Васильевич Ксенофонтов был свой кодекс ученого. Я в свое время, если кто-то из вас читал статью, писала об этом. Самое главное его качество – это ответственность перед будущим поколением. Он был ученым, действительно опередившим время, круглый стол, который я так назвала в свое время. Хорошо, что у нас есть такая преемственность, мы и сегодня об этом говорим. Вот. И я хотела бы так презентацию включили. Все-таки все уже устали, я хочу просто есть такое понятие в науке рефлексии. И вот мы с Леной Борисовной, конечно, хотим просто какие-то небольшие, может быть, его заметки на полях, потому что архив, это понятно, это всегда работа. Это такая, которую он может зачеркивать какие-то свои тезисы, а потом вновь возвращаться к этому. Большое видится на расстоянии. Я сегодня хочу немножко рассказать о блестящем евразийце, интеллектуале Гавриле Васильевиче Ксенофонтове и о его евразийском проекте. У нас в учебе есть такой очень интересный метод, называется постапоральный. Это когда ты в диалоге со своим, скажем, героем, Гаврил Васильевич Ксенофонтов, начиная с моих студенческих лет, именно мой герой, ты все время с ним разговариваешь. И вот очень важно, что мы такой проект показали в Астане в ноябре 2022 года. Я побывала в Институте истории государственности Казахстана и сделала там этот доклад. Я хочу сразу сказать о том, что наши казахские ученые очень хотят внести имя Гаврила Васильевича Ксенофонтова в энциклопедию евразийцев. Можно даже попробовать. Давайте, Дэна Борисовна, давайте начнем просто Гаврила Васильевича, ученые нового типа. Вы знаете, Лена Борисовна, она является у нас сейчас руководителем нашего архива. И, конечно, после работы только удается нам остаться и заниматься именно исследовательской стороной работы Гаврила Васильевича Ксенофонтова. Я поэтому хочу сказать вам о том, что сама являюсь сейчас в институте, веду большой интеллектуальный проект. Очень рада, что этот интеллектуальный проект как раз связан с выдающимися именами наших первой плеяды национальной интеллигенции. И вот здесь, вот, конечно, очень важно, что я сегодня слышу много интересного, того, что, может быть, еще не входило в какие-то наши статьи. И здесь большое спасибо тем, кто какие-то хоть маленькие, но все-таки открытия сегодня рассказывают. Вот я хочу сказать о том, что вообще Гаврил Васильевич Ксенофонтов никогда не был, как бы сказать, в струе советской этнографии. Никогда. Потому что у Гаврила Васильевича всегда была оппозиция. 20-30-е годы – это когда как раз формировалась советская этнография, и она была марксистской. Когда-то я написала о том, что Гаврил Васильевич ушел из общественной своей, скажем так, работы, он разочаровавшись в Октябрьской революции, в большевистской диктатуре, но он тогда сказал: я ухожу, но я буду все равно на страницах своих статей, своих книг все равно развивать свою идею. А какая у него была идея тогда? Самая главная идея была то, что он считал, что нет маленьких народов. Нет маленьких неисторичных народов. У каждого народа есть своя национальная история. И таким образом он входит в контекст евразийского проекта. Да, якуты – это древние хранители степной культуры, пишет Гаврил Васильевич Ксенофонтов, и таким образом примеряет на себя целую евразийскую историю. Боже мой, какой ужас! Советская этнография просто поражается тому, что этот якутишка, в кавычках, как пишет сам Ксенофонтов, позволил говорить о том, что, оказывается, малые народы СССР могут иметь свою собственную историю. Вы все прекрасно знаете, что в 1937 году
он, написав Аманхай Сахават, уже себе сделал приговор. Потому что это была первая национальная история народа СССР. И вот так вот началась и завязалась уже, скажем так, политика репрессий в отношении нашего ученого. Я хочу сказать о том, что у него было блестящее образование, как я сказала. И вы знаете, что как раз и сегодня тоже об этом говорили, что Лев Николаевич Гумилев называл его, безусловно, энциклопедистом, ученым совершенно другого мышления, типа. И здесь я хотела сказать о том, что Гаврил Васильевич в своих работах не опирается только на российские исследования, а очень интересные ему работы немецкой этнологии. Школа культурных кругов, Грефнера, другая школа. И вот вы знаете, что интересно? В 1957 году наш архив получает письмо из австрийского общества, где пишут о том, что, оказывается, его работы уже были напечатаны по шаманизму. Вот вы как раз смотрите на это. Обратите внимание, репрессированы, а работы оказались в Европе. Как? Одна из интересных загадок. Жена, пишет Блехштайнера, их мне передал ученый, который бывал, иностранный ученый, который бывал в экспедициях в Сибири. Ну вот первая загадка, надо думать, кто это мог быть. Следующий интересный момент. Вы знаете, вот Александр Николаевич хорошо остановился на его юридическом образовании. Я хочу сказать, что это было прекрасное время, Томск. Это удивительный город, где был Потанин, Клим со своей областнической идеей. Но самое интересное, что у него был очень интересный учитель. Там стоит, да, учитель, который преподавал судебное право. Он его оставлял у себя на кафедре после того, как он завершает свою учебу. Но он сказал: нет, я буду идти по юридической линии. Так вот, вы знаете, как интересно, что наш исследователь, наш преподаватель потом уезжает в Петроград, и у него два ученика, которых он заметил в свое время. Это Гаврил Ксенофонтов, лидер национальной истории, считаю, национальной интеллигенции России, и Петерим Сорокин. Вот такая вот интересная история с нашим Гаврилом Васильевичем Ксенофонтовым. На одной линии мы можем говорить о этих людях, которые действительно сделали очень многое и продвинули, сделали прорыв. Ксенофонтов сделал прорыв в востоковедческой науке. Я хочу сказать о том, когда он уехал в Иркутск, мы нашли материалы, он поступает на курсы востоковедов и начинает усиленно изучать монгольский, бурятский язык. Вот, это тоже очень интересно. Часто бывает в кабинете монгольской культуры. В то время им руководил Жан Царано. Вы, наверное, все знаете, что Жан Царано – это идеолог бурятского национального движения. Так что у Ксенофонтова был очень интересный круг. Но самое главное, он решил для себя: я буду защищать те народы, которые, к сожалению, не вписаны в евразийский контекст. И вот здесь вот очень можно много говорить о его разных интересных выписках. Ну, какие-то выписки вот у меня здесь в этом самом, в нашей презентации с Леной Борисовной есть, но я хотела бы сказать о том, вот еще какую очень интересную мысль сказать. Смотрите, вот, сегодня мы говорили об этногенезе, о происхождении якутов. Да, вопрос очень сложный. Вопрос сложный, безусловно, дискуссионный. Но вы прочитайте первый том Ксенофонтова, где этнографы начинают свою концепцию северного номадизма. Это сплошь концепция нашего Гаврила Ксенофонтова. Мы впервые, этнографы, включили концепцию Ксенофонтова в первый том. Что значит северная концепция? Мы говорим о том, что великолепная северная кочевая культура была за предками народа Саха. Они освоили и адаптировали алласную систему и выработали свой уникальный тип хозяйства, развитый не Ксенофонтов. Мы просто ученые дальше продолжили его эти идеи. Смотрите, небольшие заметки. Степная культура забрела с юга сибирские дебри, глухие ее леса. В глухих ее лесах как бы консервировалась
появилась для того, чтобы любознательным ученым дать материал для воссоздания картины общечеловеческой культуры в ее начальных стадиях. Андрей Ксенофонтов считали, что наша культура, якутская культура, которая донесла коневодство до Северного Ледовитого океана, является частью общечеловеческой культуры. Да, за это, конечно, он и был репрессирован. Когда он издал свою работу, вы знаете, мы с Еленой Борисовной были просто поражены. Стали приходить отклики на его работу. Да, еще не сдавался Северный Хайсахалов, только начал. 232 замечания. 232 замечания известного ученого Бернштама. Николая Бернштама, это теолог. И начинал свои замечания с одной фразы. Какая стилистика странная у Ксенофонтова. Он плохо пишет. Разве тогда? Сегодня я хочу сказать, в 21 веке, так как пишет Ксенофонтов, я думаю, мало, вообще, может быть, нет. Потому что у него широкое видение. Он был ученый панорамного видения культуры. И вот вы знаете, когда ты начинаешь читать архивный материал Ксенофонтова, ты получаешь вдохновение, ты чувствуешь, что у тебя будет творческая какая-то новая идея, энергия, но в то же время ты можешь сидеть и просто-напросто вся в слезах думать о том, как так получилось, что его наследие мы сейчас только разбираем в начале 21 века. И он так актуален сегодня. Вы все прекрасно знаете его евразийском проекте, как я сказала. И казахский учитель сегодня говорит о том, что надо его ввести в энциклопедию евразийцев. Но не поздно, мы начали. Вот обидно это, что в 21 веке мы только начинаем работать с архивом, осмысливать его идеи. Сегодня все ищут ценности, сегодня все ищут примеры. Но я вот хочу сказать, дорогие земляки, уважаемые ученые, исследователи, эта фигура трагичная, но это часть нашей истории. Григорий Васильевич, его судьба – это зеркало, просто зеркало нашей истории, и поэтому мы сегодня должны для себя точно понять, что ученый должен быть таким, он должен быть ответственен за то, что пишет, он должен быть честен перед тем материалом, который ищет. И самое главное, вот хорошая, очень важная черта, он всегда очень уважал прошлое. Семейно-родовая память его семьи, то, что как он относился действительно к своей семье, к всем своим братьям. В 1928 году погибает его брат Павел. До этого у него была страшная трагедия, уходит его самый лучший, скажем, идейный вдохновитель Никифоров Василий Васильевич. Но он решает все равно бороться. Этнология, пишет он, это наука политическая. И я хочу сказать, что весь архив Ксенофонтова говорит о том, какой гражданин, интеллектуал, интеллигент был Григорий Васильевич Ксенофонтов. Спасибо.